Тема поддержки выпускников детских домов и приемных семей в последнее время поднимается в обществе все чаще. В сентябре прошлого года в Министерстве труда и социального развития Якутии были обсуждены вопросы необходимости принятия мер для успешной социализации и адаптации выпускников детских домов. Большую работу по сопровождению выпускников проводит Центр помощи «Берегиня». Встречи выпускников традиционно проходят в теплой дружеской обстановке с приглашением попечителей центра. Выпускники Центра «Берегиня», поступив на учебу, сохраняют дружеские отношения с центром. Выпустился с этого учреждения в 2016 году, поступил в училище, нормально закончил хорошо, профессия есть, сейчас получаю вторую профессию. В 2016 году я выпустилась из детского дома «Берегиня». Я очень часто обращаюсь за помощью к нашим работникам по жилищным вопросам, консультации. Мои планы на будущее – закончить учебу, поступить на высшее, завести семью. Центр «Берегиня» сопровождает своих бывших воспитанников. Одна из них, Лариса, получила опыт жизни в приемной семье. Я студентка первого курса, учусь в ЕТТС, Якутский технологический техникум сервиса на портного. Лариса, а что тебе дала приемная семья? Любовь, заботу. Они научили меня многому, чтобы я в будущем смогла сделать для себя, для своей семьи. Руководство, коллектив и попечители Центра помощи «Берегиня» проводят постоянную работу по сопровождению своих выпускников. При поддержке Министерства труда и социального развития и Министерства просвещения Российской Федерации была создана там общественная организация общероссийская «Дети всей страны». И в этом году вот эта организация, в которую входят выпускники организации для детей-сирот по всей стране, они в этом году в Астрахани прошел такой первый форум выпускников, куда выезжали в составе делегации от Республики Саха-Якутия выпускники наших учреждений. От нашего центра выезжали 3 наших выпускника, где они прошли обучение, тренинги. Кроме того, с ними была организована встреча с выпускниками детских домов прошлых лет, которые мотивировали их как-то, попытались им дать такую установку. И самое главное, цель и задача, чтобы вот эта общественная организация выпускников, они у себя в регионах, на местах организовали эту работу и работали системно по всей стране, так как мы знаем, что наши дети очень сложно в жизни адаптируются, то есть испытывают определенные трудности, и чтобы выпускники, как сообщество, друг другу сами тоже умели помогать, решать все эти жизненные проблемы. Понятно, что при помощи взрослых. Воспитанникам детских домов, выходя во взрослую жизнь, приходится рассчитывать на свои силы и самим решать возникающие проблемы. Их судьба во многом зависит от той поддержки, которую они могут получить. Поэтому очень важна эффективная система сопровождения выпускников на этапе их самостоятельной жизни. У нас выпускники очень часто, выходя из учреждений, они чувствуют как бы свободу и хотят жить самостоятельно, то есть, чтобы их никто не опекал. Но когда они начинают социализироваться, входить в общество, они, естественно, сталкиваются с различными бытовыми, правовыми, будем говорить, нерешенными вопросами, семейными вопросами. Поэтому я считаю, что всегда у нас сейчас везде есть службы сопровождения, постинтернатного сопровождения. У нас, кроме этого, что в детских учреждениях есть отдельно ресурсные центры, центры правовой бесплатной помощи. Самое главное, мы, когда работаем, что мы стараемся сделать? Чтобы ребенок у нас не потерялся, чтобы он от нас не спрятался. То есть, чтобы мы видели, и чтобы он не боялся идти к нам и с нами общаться. А уже исходя из этого, мы начинаем, естественно, ему помогать. Вот поэтому самое главное наладить контакт с ребенком, чтобы ребенок к нам пошел, чтобы ребенок не ушел
не боялся и не хотел с нами общаться. Потому что вот с этого и начинаются все проблемы. А когда уже ребенок приходит, бывает столько, грубо говоря, шишек он себе набьет в этой социализации, как говорится, в том же трудоустройству. Поэтому их надо готовить. Их надо готовить к тому, чтобы они в нас не видели просто каких-то госслужащих, чиновников, тети, дяди и воспитателей, а чтобы они в нас видели своих близких. Свою маму, своего папу, то есть свой воспитатель, чтобы они могли прийти не только с хорошим, но и с бедой прийти, не бояться. Вот это самое главное. Валера и Артем к нам прибыли в прошлом году. Они братья, любят друг друга, с уважением относятся. И у них такая связь, если Валера как старший брат что-то скажет Артему как младший, он сразу все четко его поручение выполняет. Тёма сам по себе ласковый, нежный, такой открытый человек, очень-очень такой культурный, можно сказать, всегда предложит свою помощь, чуть что может даже дверь открыть, такой галантный сам по себе. В школе они учатся хорошо, Артем в этом году 3 класс закончит, а Валера 7 класс и перейдет в 8 класс. В школе они учатся хорошо, замечаний таких не было. Посещает, старается во все кружки, которые проводятся в школе, в нашем центре, всегда они во всем участвуют. Но у них очень любимое занятие, это как всегда, как молодежь сейчас увлекается, это робототехника, компьютерные игры и 3D-ручка. Вот сейчас Валера занимается 3D-ручкой, это его любимое занятие, он это делает очень с удовольствием. Твои увлечения какие? Футбол. 3D-ручка. Будущее свое ты какое видишь? Какие у тебя планы? Футболистом быть. А поступить куда-то, какую-то профессию получить, специальность? Полицейским. Полицейским хочется. 9-летний Артем очень любит читать. Еще одно его увлечение – робототехника. Артем посещает кружок с большим интересом и огромным желанием, собирая всевозможные модели роботов. Занятия робототехникой дают мальчику возможность овладеть конструированием, что, несомненно, принесет ему пользу в будущем. В 3 Г я учусь, мне только осталось подтянуть русский и чтение. На математике я просто отличник. Думаю, что я буду математик, и математика – это важный самый предмет. Думаю так. И у меня куча еще вопросов есть. Ну, я знаю, там есть же древние там динозавры, есть даже цветок. Мы проходим это, мы безопасность проходим в окружающем мире. И я понял, всей жизни это мне еще много годов и лет еще можно прожить. И нового удивительного узнать. Артем и вправду очень любознательный мальчик. Он проявляет искренний интерес ко всему, что его окружает, и увлекается разными видами творчества. Особенно ему нравится роспись по стеклу. Под чутким руководством педагога центра Софьи Елизаровны Артем учится разрисовывать картины по стеклу, проявляя усидчивость и терпение. У мальчика уже есть несколько своих работ, которые он с удовольствием дарит на память. Валера и Артем очень дружные братья. В силу жизненных обстоятельств они остались одни, но их сильная привязанность друг к другу помогает им адаптироваться в сложившихся обстоятельствах. Артему и Валере нужна такая любящая, заботливая, которая готова всю свою любовь отдать для детей. И им это очень необходимо. Они нуждаются в хорошей, любящей семье. Мы очень надеемся, что Валера и Артем обретут семью.
Меня зовут Ксюша, мне 14 лет. Я занимаюсь вокалом, танцами и показываю моду. За все эти 2,5 года у меня много грамот, и я везде участвую. Еще я шью. В школе учусь я хорошо. У меня 4 и 5. Ксения – скромная и добрая девочка. Несмотря на свой тихий характер, любопытна и интересуется всем, что ее окружает. Не боится работы и всегда помогает воспитателям. Начитана и приятна в общении. Ксюша посещает разные кружки, но больше всего любит танцевать. В репертуаре у Ксюши очень много танцев. В основном удаются народные танцы, как украинский гуцуха, русские народные забавушки. Вот. В прошлом году мы готовились к участию в улусном танцевальном конкурсе и готовили современный танец. И вот одно движение ей все никак не удавалось. И что она решила? Кроме общих репетиций, она занималась в семье со старшей девочкой Женей, чтобы отработать вот это вот движение, которое ей не удается. Вот у нее такой решительный характер. Александр Сергеевич Пушкин, няня. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, медлит поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь забытые ворота на черный отдаленный путь, тоска, предчувствие, заботы, жизнь твою сейчас на грудь.